чистые белые халаты. Это очень интересное и очень перспективное исследование. Я излишне мягкий преподаватель. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Даниил Казарин, я ученый. Наверное, как и многие ровесники того времени своего, восхищались, что чистые белые халаты, некое благородство было в профессии. Науку я пришел с первого курса. На каждом курсе брал научные работы. Очень много работал на кафедре патологической физиологии под руководством профессора Ирины Георгиевны Брындиной. Участвовали мы в проекте Российской академии наук «Бион», исследования космические. Мы изучаем очень много вопросов функциональной диспепсии, то есть это патология желудка преимущественно. Ну и в принципе заболевания органов желудочно-кишечного тракта, их лечение и реабилитация у нас в Удмуртской республике. Достаточно актуальная проблема – это употребление электронных сигарет у молодежи, и мы занимаемся вопросами воздействия, негативного воздействия этой вредной привычки на желудочно-кишечный тракт, на его работу, в частности, на моторную функцию желудочно-кишечного тракта. Это прибор для измерения моторной активности всей пищевой трубки, начиная с пищевода и заканчивая выходными отделами кишечника. И также позволяет проводить измерение кислотности желудка. У людей, которые злоупотребляют электронными сигаретами, электрическая активность желудочно-кишечного тракта очень сильно снижается, начинается рассинхронизация его работы, ну и некоторые другие негативные эффекты, которые в том числе и отображаются на качестве жизни и состоянии пациента. Это очень интересное и очень перспективное исследование. Мне очень повезло, поскольку я все-таки умудряюсь пока, в всяком случае, совмещать преподавательскую деятельность и клиническую. Я преподаю вопросы гастроэнтерологии, пульмонологии и гематологии, то есть заболевания крови. Я излишне мягкий преподаватель, мне кажется, но про меня ходила байка в свое время, что единственный, кому невозможно даже с 5-го раза сдать академическую историю болезни, это Казарин. Ну, самый глобальный план – это планирование и, надеюсь, защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук.